Дорогие друзья, сегодня у нас тема – это вопросы в настоящем и будущем времени. И теперь смотрите, чтобы сделать вопросы в этом времени, нам опять же понадобятся вот эти частицы, подобно тем, которые были в отрицании, но теперь они будут вопросительные частицы. Это ма, ме, ба, бе, па, пе. И опять же тут будет конкуренция трех букв м, б, п. Где же м? Это после гласных и после р и л. Где же б, п? Очень похожие два звука б, п. Б после звонких, п после глухих. Часто это мы об этом можем догадаться сразу сами. Друзья, и мы опять возьмем наши знаменитые глаголы. Это глагол ау, беру, бару, келю. Возьмем глагол эстеу и возьмем глагол желал. И теперь смотрите, мы сейчас вначале скажем «я пойду», то есть бар-а-мен, барамен. И теперь, обычно вопросы к себе не задают, риторически можно вопроситься, пойду ли я, пойду я. То есть это будет барамен, ба, ма или па. Барамен, ба. Потому что не это звонкая согласная. Барамен, ба. Теперь ты пойдешь бар-а-сын, барасын. Ты пойдешь барасын, ба. Теперь вы пойдете сес, бара, сес, ба. И теперь он пойдет ол, бара, д. И теперь здесь будет ма, барадыма. Но здесь есть небольшая оговорка, друзья. Часто мы говорим барадыма, да, можно так говорить. Но литературная норма языка преследует следующее. Вот этот д должен выпасть. И будет уже не барадыма, а барама. То есть в живой речи используются оба варианта, и барадама, и барама. Но вариант барама будет единственно литературно правильным вариантом в современном казахском языке. Возьмем глагол беру. Беру – это дать. Смотри, мягкий вариант. Бере, мен. И теперь, так это уже не ма, ба, па, а ме, бе, пе. И здесь у нас опять бе. То есть беремен бе, дам ли я? Бересен бе, дашь ли ты? Давайте добавим слово деньги, акша. То есть и скажем вот так, сен, акша, бересен бе, дашь ли ты деньги? Сес, акша, бересес бе, дадите ли вы деньги? И теперь он, ол, акша, береде. И теперь добавляем ме, потому что оканчивается на гласную букву э. Ол береде ме. И д выпадает. Ол бере ме. Дорогие друзья, есть еще небольшая оговорка, что мягкие варианты вопросительные ме, бе, пе в живой речи могут редуцироваться, да, или видоизменяться до своих твердых вариантов ба, па, ма. И поэтому вроде мы видим бересымбе, но в живой речи это может реализовываться через твердый вариант бересымба. Но пишется все равно бересымбе, бередеме или береме. И в живой речи это можно сказать берема. Есть такое в речи. Друзья, на этом мы заканчиваем нашу тему вопросы в настоящем и будущем времени. До новых встреч.